вейлята, ломышлака, сумыш, хи. Лырудиза, бела алым, ейер дынен елсмали. Кегерхой, деймек сиделыш, турпул хочо ганс қияц. Вай дейноной юхке елыш, қыдызах уқлятты дац. Адымышты, машар мара, уқдыненті қахаш дац. Цы илынғы қуачыр мара, отты лила ишыш дац. Зәмге вақ, қуны, әні, массы цахалқ хыливай. Машыр цывай оғу хылчы, беркат отти хажывай. Мекхой, чобивай машыр. Цәні бәцілға бейху бац, бивай барды, херчыш бәші. Цән цығули, вай махбац. Только с Россией себя видим дальнейшее существование. Восстановление ингушского государства шло очень тяжелым, трудным путем. Тогда еще говорили, что нам надо быть лучшими, будем наравне со всеми. Вот хотелось достичь этого уровня во всех сферах. 4 июня 1992 года Верховным Советом РСФСР был принят закон о создании нового субъекта в составе Российской Федерации Республики Ингушетия. Этот день стал важным историческим моментом для всего народа Ингушетии, отражающим наше стремление к свободе и независимости, а также желание быть частью великой державы России. Если взять период, конец 80-х, начало 90-х годов, когда во всей стране был определенный разброд и шатание, и, в принципе, инициированные из центра, это вот там свои политические цели преследовали, начиная с того лозунга пресловутого «берите свой интерес сколько хотите». Конечно, не могло не отразиться на нашем регионе Кавказском. Всегда на протяжении всей истории он был бурлящим Кавказом. И здесь тоже сказалась эта тенденция. И поэтому и стал вопрос, что будет, как дальше жить, что делать. Я иногда сравниваю этот выбор с тем выбором, который был в 17, 18, 19 годах, когда стал выбор, с кем пойти, на кого ориентироваться. Поэтому ориентация была и тогда, и сейчас стала на Россию, на центр, на Москву. И с этим связан и референдум, который мы провели, подтверждение своего желания быть в составе России. Да и до референдума надо помнить о двух событиях, которые мы упускаем сегодня. То, что на съездах депутатов всех уровней в сентябре 1991 года дважды принималось решение на митингах об образовании республики в составе Российской Федерации. Поэтому это был такой этап и несколько череда этих решений, принятых на митингах, на собраниях, на таких форумах. Значит, единых государственных органов власти не было Ингушетии как таковой. Поэтому приходилось именно ориентироваться на мнение митингов, съездов и так далее. С этим связано и решение съезда ингушского народа в 1989 году в сентябре, ну и в дальнейшем до 1991-1992 года. Образование республики стало большим, поистине историческим событием в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности. Якуб Базгиев стоял у истоков становления республики. В те годы он работал заместителем министра внутренних дел ЧССР. Именно он обеспечивал безопасность во время проведения съездов и приезда Ельцина. Более того, был в числе тех, кого делегировали для участия в первом съезде, где обсуждался вопрос о создании нового субъекта в составе России. Ельцин, сказали, едет, он в Осетии. Мы его встречали. Ельцин действительно приехал, встал на трибуну. С ним были Заугаев, был, который вот он оттуда ушел, работал уже в центральном органе. Это где происходило? Назрание, на площади Согласия. Большая трибуна была сооружена, и народ был море, и туда, и сюда, и на крышах. Ельцин так, бедный, посматривал. Представь себе, все балконы, все крыши полностью заполнены. Рухнуть могло. Слава Богу, выдержали крыши, все. Вот. Он выступил, люди стоят, граждане, ингуши. Вы хотели,
предисловие было, он похвалил, что ингуши воевали. И в царское время они не были предателями, воевали за царя, батюшку, за Россию, то да сё. Похвалил, а потом, я знаю, чего вы ждете, говорит. Вы давно хотите создать свою республику. Чечня хочет пойти другим путем. Он не сказал, каким путем. Поэтому я вам обещаю, что у вас будет своя автономия. Вот это он сказал точно. И когда он это сказал, старики, шапки, вербы до полбаса, что только не происходило. Я смеялся. Они, как yok кинжминиш урая. Халкусар халат мужлот лёппал Олег кинж. Но люди были рады. Настолько была радость, большая была, огромная радость была людей. Он говорил четко, я скажу. Следует отметить, что Ингушетия приняла решение вступить в состав России не сегодня, а это решение было официально принято в марте 1770 года. На протяжении всей истории ни внешние угрозы, ни внутренние проблемы не изменили и не изменят пророссийского курса ингушского народа. Будучи первым примером и индикатором демократических начал в новом российском государстве, народ Ингушетии не теряет уверенности в том, что руководство страны окажет поддержку социально-экономическому развитии и укреплении государственности. Не будем повторять такие, хотя это верные, по сути, слова, что это было мечтой, что это было добровольно, что это было сделано именно с прицелом на будущее. Поэтому мы гордимся заслуженно тем, что мы одни из первых из близлежащих народов вошли в состав России. И, в принципе, этот выбор оказался действительно исторически верным и необходимым, и отсюда надо вести отсчет дальнейших событий. Поэтому, когда мы говорим о сегодняшнем состоянии, то надо помнить и то, что и до 1924 года, когда была образована область, у нас были своего рода какие-то национально-территориальные объединения. Это касается и Назаранского округа в составе Терской области, это касается и других моментов. Поэтому отсчет надо вести оттуда. И с этого было, и то, что действительно наш народ наиболее активно участвовал в установлении советской власти на Северном Кавказе, если не сказать, самое активное участие принимал самое активное, то, конечно, это тоже был бы как бы отголосок именно следования принципов, заветам предков, которые вошли в состав России. С этим было связано и наши дальнейшие поступки на уровне национального движения, на уровне национальных и участия наших представителей во всех событиях, значимых для истории России. В течение десятилетий перед ингушским народом стоял неразрешенный вопрос восстановления их утраченной государственности. Для достижения этой цели необходимо было иметь законное основание, которое позволило бы руководству Российской Федерации разработать соответствующие правовые акты для последующих шагов по восстановлению республики. Таким основанием стал референдум, проведенный в ингушских районах уже бывшей Чечено-Ингушской республики, а также в Северной Осетии в 1991 году. Интерес и активное участие в нем проявилось в том, что 76% взрослого ингушского населения приняло участие в голосовании, а более 97% из участвовавших выразили желание создать Ингушскую республику в составе Российской Федерации. Ингушетия, она возродилась, скажем так. Мы же восстановили свою ингушскую государственность. Восстановление ингушской государственности шло очень тяжелым, трудным путем. Были и есть, и сейчас мы об этом не можем не говорить, мы видим все это. Зарождалась в муках Республика Ингушетия, восстановленная республика. Было очень много противодействий, были запущены всякие рычаги, чтобы изнутри подорвать вот это движение. Но к великому счастью нашему, к великому удовлетворению, мудрость народа, вековая мудрость народа, она восторжествовала. И вот этот барт, вот это взаимопонимание, и вот оно, как это и бывало у нас раньше, в таких исторических
трудных моментах, оно взяло вверх, и мы смогли. Даже самая рядовая труженица или труженик, который не имел никакого даже среднего образования, они со слезами на глазах ждали, верили. И когда вот я помню этот случай на Абигу, когда наши старшие, вот наши бабушки, наши дедушки, наши отцы, они плакали навзрыд. Для меня это было очень удивительно. Мне казалось, что неужели они настолько были, вот они ждали вот этого момента, вот этот случай, когда вот там объявили, что вот этот указ вышел о образовании Республики Ингушетия, это был взрыв эмоций, и там были слезы счастья. Это все без исключения. Я не видел ни одного сознательного ингуша, который бы не ждал, не боролся, не стремился, не старался помочь вот в этом священном деле. Надо сказать, что в 1991 году в Чеченской Республике произошли перемены. К власти пришел генерал Джахар Дудаев, и ингушское население провело референдум, на этом обозначило свою позицию, что ингушский народ хочет быть в составе Российской Федерации. Таким образом, Ингушетия как бы повисла в воздухе. С одной стороны, мы не получили государственности, а с другой стороны, как бы отказались идти дальше по пути независимости, по тому пути, который выбрал чеченский народ. Уже 4 июня 1992 года президент Борис Николаевич Ельцин принял решение о создании ингушской автономии в составе Российской Федерации. Вот так это все и происходило. Мы потеряли потом достаточно много времени, как-то не могли определиться, кто будет руководить регионом. Вот. А в марте 1993 года практически единогласно народ поддержал кандидатуру генерала Аушева. Вот так все начиналось. Было, конечно, очень сложно. Я помню, как не было места, где можно было посадить администрацию республики. Тогда он назывался президент, правительство. Надстроили этаж 3 над зданием бывшего райкома Назранского. И вот так вот все понемножку как бы все двигалось. В феврале 1993 года президентом Республики Ингушетия был избран Руслан Аушев. В апреле 2002 года Мурат Дядиков. 31 октября 2008 года главой Ингушетии был назначен Юнусбек Евкуров. 8 сентября 2019 года по представлению президента России депутаты Народного собрания Ингушетии поддержали кандидатуру Махмуда Али Калиматова и избрали его на пост главы Республики Ингушетия. Тот опыт жизни, который сказали, что у меня есть, надеюсь, он пригодится не для всех живущих в нашей республике людей, независимо от возраста, молодежь и уважение к старшим. Те планы, которые намечены, те нацпроекты, которые определены, после того, как ознакомлюсь буквально, будет, наверное, и с правительством, и законодательным органом власти, парламентом нашим. Наверное, будем продвигать все эти вопросы в реальную сторону. Не имея на тот момент крепкого основания ни парламента, ни конституции, ни экономики, Ингушетия историю самостоятельного субъекта в составе сильной державы начинает с чистого листа. Из рассказов очевидцев это был сложный период. В те годы в результате остино-ингушского конфликта в молодую республику нахлынул большой поток беженцев, а позже приехали и беженцы из Чеченской республики. Отсутствие материальных средств, органов государственной власти, абсолютно неразвитая инфраструктура.
но патриотизм народа был превыше всех обрушившихся испытаний. Через 2 года появляется свой флаг, герб, гимн и конституция. Начинается строительство значимых объектов, в том числе первый учебный центр, лицей в Назрани. Строится свой аэропорт, создается телевидение. В 1994 году утверждается новая столица республики. Возводится резиденция главы и здание правительства. Наша столица была олицетворением всего самого лучшего, что было в нашем народе. Я уверен, что и наша столица такая будет чистая, и всеми любимая, и всем доступная, и всем доброжелательная. Магаз – один из немногих городов мира, специально основанных как столица государства. И заложен он был на том же самом месте, где в 1238 году была разрушена столица древнеаланского народа – монголо-татарским иго. 23 февраля 1994 года на будущей территории Магаза перед началом возведения города заложили капсулу с историческим формуляром. С этого и начинается новая история столицы, которой сегодня исполнилось 30 лет. Ингушский народ единственный на территории Российской Федерации, кто в 20 веке создал свою столицу. Тогда я помню, когда первый камень заложили, я тогда подумал, как же мы все это будем созидать, как это мы все будем делать. В тех условиях, в которых находилась Российская Федерация, когда не выплачивались пенсии, да, надо было обладать большим мужеством, как руководителю, так и народу, чтобы предусмотреть строительство столицы. Поначалу я помню, что предполагалось как бы расширить Назрань, чтобы столицей была Назрань, если мне память не изменяет. Но Руслан Султанович принял правильное решение и заложил отдельно эту столицу. Потому что если бы сегодня у нас все эти административные здания находились в городе Назрань, там практически невозможно было проехать. И так дороги узкие, сложности большие. И сегодня там непросто ездить. За эти годы Магаз изменился до неузнаваемости, начиная с административных зданий и социально значимых объектов. Начали возводить жилые многоквартирные дома на территории города. Он стал одним из самых современных и удобных городов Северного Кавказа, где созданы все необходимые условия для горожан и гостей. Город Магаз у нас по площади занимает примерно 1200, чуть более 1200 гектаров. И мы планируем расширить город. У нас будет примерно около чуть более 1800 гектаров. Это нам позволит участвовать во многих программах федерального уровня, где мы сегодня из-за того, что у нас по площади город не соответствует, мы не можем там участвовать, принимать участие. Это будет способствовать привлечению инвестиций в город, это будет способствовать развитию города, что новые какие-то здания, сооружения. Сейчас, вот видите, плотно уже город застраивается, застроен практически. И для дальнейшего развития вот эта площадь нам необходима. Поэтому и главой республики было принято решение, что это будет, скажем так, нам на пользу, поэтому город нужно расширять. Благодаря благоустроенным зонам столица Ингушетии стала уютным и чистым городом с уникальными достопримечательностями. Центром притяжения и интереса гостей является башня Согласия со смотровой площадкой и самым высоким этномузеем, построенная наподобие Ингушской боевой башни. Она олицетворяет единение ингушей и является достоянием всего народа. А встречают гостей города огромные аланские ворота, которые были созданы в духе национальных традиций. 2 воинственных алана охраняют Магаз. А стройная горянка с национальными лепешками в руках приветствует всех, кто заезжает в столицу в лучших традициях ингушского гостеприимства. Важной вехой в развитии Ингушетии стало создание Северокавказского федерального округа в 2010 году. С первых лет функционирования СКФО его деятельность стала ощутимо влиять на регион. Входя в состав округа, республика получила статус, позволяющий быстро решать вопросы федерального уровня. Ингушетия была включена в общую модель развития округа. Благодаря стратегии и концепции развития регионов СКФО удалось правильно определить приоритеты и сбалансировать распределение ресурсов. Поэтому сегодня республике предоставляется возможность развивать те направления, которые помогут в первую очередь увеличить экономический потенциал. Речь идет о развитии строительной отрасли, промышленности,
агропромышленного комплекса, а также освоение туристической индустрии, являющейся новым направлением для Ингушетии. В республике развиваются различные виды туризма, включая событийный, спортивный, экологический и оздоровительный. Каждый год тысячи посетителей со всех уголков земли приезжают, чтобы увидеть красоты и гостеприимство Ингушетии. Те стереотипы, которые были связаны с республикой, это то, что туристы боялись к нам приехать, то, что республика была туристически непривлекательной. Вот все эти стереотипы, вся эта боязнь туристов, она исчезла, конечно же. Об этом нам говорит и статистика. Только за прошлый год нас посетило 115 тысяч туристов. Если взять там по сравнению с 2021 годом, то в процентном соотношении турпоток у нас увеличился на 12,5%. Если взять экскурсантов, которые с однодневным визитом и вместе с туристами в общем количестве, то по данным, которые нам предоставляет и пограничная служба, у нас только в один Джейрадский район в 2023 году въехало более 600 тысяч человек. Это экскурсанты, и туристы, и люди с однодневным визитом. Так что в этом плане республика становится туристически привлекательной. В республику туристы хотят ездить, республика туристам интересна, и она вызывает самые лучшие впечатления и эмоции. Основной турпоток у нас, конечно же, приходится на горную часть нашей республики. Это не только наша визитная карточка, наши родовые башни, горные пейзажи, все наши красоты природные, это и курорт Арымхи, который пользуется популярностью среди туристов и в котором можно найти абсолютно все виды туризма, от оздоровительного до горнолыжного, можно так сказать. И также на равнинной части у нас есть что показать туристу. Это город Магаз, самая молодая столица нашей республики. Восхищение вызывает, конечно же, наша основная достопримечательность – это башня Согласия. Также центральный наш проспект, который вызывает удивление и восхищение также туристов, потому что прогуляться по этой центральной у нас аллее, по центральному проспекту прогуляют практически все туристы. Также у нас на равнинной части имеются такие исторические достопримечательности, как Курган-Абигу, как наша Назрановская крепость, как Борга-Кыш, которая находится в Плиево. Также благодаря реализации национальных проектов мы благоустраиваем туристическую инфраструктуру, мы благоустраиваем туристические маршруты. На сегодняшний день у нас действуют на территории республики 33 туристических маршрута. Есть один национальный маршрут, 282 километра протяженностью. Идет благоустройство именно по нацпроекту, именно вот благоустройство туристических маршрутов. Создаются модульные некапитальные средства размещения, что нам помогает увеличить номерной фонд, и мы благоприятно в положительной динамике двигаемся в этом направлении. И благодаря частным инвестициям у нас на территории республики создан 21 кемпинг-зоны для отдыха и проведения досуга как жителей республики, так и гостей, приезжающих в республику. Национальная и такая гостеприимная. Республика Ингушетия с каждым годом привлекает все больше и больше туристов. Только за прошлый год наш край посетили на 20% больше путешественников, чем в 2020, а это больше 115 тысяч туристов. Вовнушки, Игикалт, Хабаерды и перевал Цейло. Эмоции и впечатления гостей республики говорят сами за себя. Нас ждал просто какой-то невероятный перевал. Вот сейчас мы поднялись на его высшую точку, перевал Цейлоам. И мы находимся сейчас на высоте 2100 метров. Ноябрь, но в горах, конечно же, уже снег, уже зима. Культурное наследие вкупе с природно-климатическими условиями – отличная основа для развития туристического комплекса. Большой упор был сделан на увеличение количества гостевых домов в горном районе и подготовку туроператоров. Успешно реализуется национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». О туристическом потенциале рассказал и глава Ингушетии на международной выставке форуме «Россия». 8 декабря 2023 года там прошел День Республики Ингушетия. Махмуд Али Калиматов подчеркнул: Ингушетия – удивительный край, который богат своей культурой, традициями и достижениями. Все, чем гордится республика, показали гостям. Впечатление
просто исключительно, очень даже здорово. Приехали мы с Урала, из Екатеринбурга. Просто в Республике Ингушетия в данном случае я была в этом году весной, и поэтому вот сейчас бы мне было очень приятно снова сейчас зайти и посмотреть здесь все. Представлено очень здорово, просто колоритно, и именно вот чувствуется ваш национальный такой сила духа, характер, вот, ну и свобода. Уже здесь 5-й раз на этой выставке. Сегодня конкретно приехала на День Ингушской республики. Туризм в республике развивается, и региону есть чем завлечь новых туристов, не раз отмечал Махмуд Али Калиматов. Это программы детского и гастротуризма, оздоровительные, лечебные и комбинированные туры. По Армхи мы его защитили, это прорывной проект. У нас будет там улучшаться и улучшаться. Мы его будем развивать. Вот у нас, я смотрю, особенно я попал в пятницу или в субботу, и вот я смотрю на этих камнях, машины стоят, дети ходят, ну, около речки, да, Асди. И потом берег, Халнах там. И я в первую очередь сказал, давайте вот что, вдоль трассы, то есть дороги вот этой, да, начиная от Алхасты, давайте сделаем уютно, площадки такие, да, там, чтобы там какое-то кафе было. У нас это развивается. Потом у нас целая программа есть, которая будет устраивать, по-моему, комитет по туризму докладывал, у нас туристических троп, по-моему, там больше 100. В регионе продолжается реализация долгосрочной программы благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева, рассчитанной на 20 лет. Все памятники архитектуры туристы смогут увидеть в первозданном виде. К работам привлечены лучшие специалисты страны, а в развитие курорта Арамхи было вложено более 13 миллиардов рублей. В Ингушетии, как и во всей стране, реализуются национальные проекты. Республика активно участвует в 50 из 67 федеральных проектов. Со строительством новых объектов значительно изменился облик Ингушетии. Дороги стали качественнее, каждый год в республике возникает множество новых зданий и объектов. Активно развивается реальный сектор экономики. Индекс промышленного производства только за прошлый год вырос более чем на 17%. Это 4-е место в стране по темпам роста. В 2023 году запустили 2 крупных предприятия. Один из них новый, второй реанимировали. Реализован инвестиционный проект по строительству завода алюминиевых сплавов «Реал». Создан кластер алюминиевой промышленности, сформирован пул из 9 участников. Якорными резидентами выступают системообразующие предприятия региона РЯК, РЕАЛ. Кластер официально включен в реестр кластеров Минпрома. И вы знаете, последний приезд Новака, Мантурова, министров наших, они были просто удивлены, что на территории Северного Кавказа есть алюминиевый кластер. На завершающей стадии находятся сегодня еще 2 инвестиционных проекта. Один по строительству промышленного тепличного комплекса в сельском поселении Троицкое и производство комплекса, предназначенного для выпуска газобетонных блоков, который обеспечит до 400 рабочих мест. Реализуется инвестиционный проект по строительству подстанции «Тихая» для обеспечения нужд агрокомбината «Сунжа». Срок завершения – октябрь 2024 года. Это крупный инвестиционный проект, порядка 400 миллионов, который позволил, чтобы выращивать аж до 2 урожаев в год. Наблюдается устойчивая динамика роста субъектов малого и среднего предпринимательства. Осуществляет деятельность 6300 субъектов малого и среднего предпринимательства. За год их прибавилось на 16%. Среднеспичечная численность работников также увеличилась, составила около 8 тысяч человек, рост на 4,5%. Сегодня Ингушетия – перспективный регион России со стремительно растущим населением и, соответственно, потребительским рынком. Славится богатой минерально-сырьевой базой, благоприятными климатическими условиями, выгодным географическим положением. С начала становления произошли заметные изменения в экономике. Успешно реализуются инвестиционные проекты. Ключевую роль в социально-экономическом развитии сыграл строительный бум последних лет. Всего в регионе возведено и реконструировано более 500 социальных объектов. На завершающей стадии находятся 2 инвестиционных проекта. Строительство промышленного тепличного комплекса в сельском поселении Троицкое и строительство производственного комплекса, предназначенного для производства газобетонных блоков, которые обеспечат 365 рабочих мест.
Ингушетия является аграрно-индустриальной республикой, и поэтому большое внимание руководство региона уделяет поддержке сельского хозяйства и развитию различных его направлений. В настоящее время АПК республики насчитывает более 20 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, свыше 40 сельхозкооперативов, около 2000 крестьянско-фермерских хозяйств и свыше 38 тысяч личных подсобных хозяйств. Большой вклад в развитие инвестиций вносят крупные частные предприятия, такие как Садгигант Ингушетия, агрокомплекс Сунжа и другие. Сельское хозяйство в Республике Ингушетия развивается динамично. Очень много ввели в оборот земель сельхозназначения, раз. Второй момент по развитию садоводства. У нас в республике за последние 5 лет увеличили площадь под садами где-то 2500 гектаров. Это инвестиционный проект «Садгигант Ингушетия», это «Алмавит-фрут», ну, то, что касается развития садоводства. То, что касается растениеводства, то если взять урожайность прошлых лет и сравнить за последние 3 года то, что у нас происходит, то мы с 18 центнеров с гектара увеличили увеличили урожайность зерновых и зернобобовых культур до 45 центнеров с гектара. Это, если взять в общем, то в Республике Ингушетия по года 5, я скажу, 6 лет назад вообще запрещали из-за террористических моментов, запрещали в республику ввозить минеральные удобрения. То есть сельхозтоваропроизводители республики сеяли сельскохозяйственную культуру без внесения минеральных удобрений. А так как мы знаем, что без внесения минеральных удобрений урожайность и валовый сбор, а тем более качество зерна, мы получить не можем. Благодаря действию наших руководств и благополучию ситуации в самой республике, нам органы внутренних дел дали добро ввозить минеральные удобрения. Мы начали вносить удобрения, заключили последние 3 года договор, соглашение с крупной агрономической предприятием, которое занимается производством средств защиты растений. Это шелковый агрохим, у нас с ними имеется соглашение, они поставляют нам тот объем средств защиты растений, который необходим сегодня для нашей республики. Общая площадь земель в республике пашни насчитывается где-то в пределах 73 тысячи гектаров. Ни один сантиметр земли в республике мы не оставляем без внимания. Если взять прошлые года, по статистике смотреть, у нас, начиная от 45 тысяч посевной площади, сегодня у нас посевная площадь дошла до 72 тысяч гектаров. Многие поля с переломных нулевых моментов были заброшены, были брошены без возделывания. Эти земельные участки мы вводим в оборот, обрабатываем и производим посевную кампанию на этих полях. Сегодня у нас развиваются 10 инвестиционных проектов по линии Минсельхоза. Очень такие плодовитые, удовлетворительные. Они работают. На наш взгляд, те инвесторы, которые сегодня вошли в область сельского хозяйства, это Садгигант Ингушетия, это агрокомплекс Сунжа, это птицекомплекс Южный, это Алмавит-фрут, это агрокомплекс Сунжа Фаворит и другие. Положительный рост динамики, на мой взгляд, это в пределах более 100%. Потому что если учесть то, что даже взять ту технику, которая у нас была в те года, и то, что сейчас приобретают сельхозтоваропроизводители, увеличилось десятки разов. Это о чем говорит? Это говорит о том, что сельское хозяйство развивается. Птицекомплекс «Южно» – один из прорывных проектов в республике. Также наращивает обороты. Индивей реализует до 40 тонн продукции в день. От закладки яиц в инкубаторе до убоя и переработки. Здесь запущен полный цикл производства. В год здесь выпускают более 5000 тонн чистого мяса и колбасных изделий. В планах увеличить мощность вдвое. Площадь птицекомплекса 132 гектара. Всю продукцию выставляют на местном рынке в фирменных магазинах. Всего в республике их 12. Продукция ингушского птицекомплекса пользуется большим спросом не только в Ингушетии, но и в других регионах страны. Спрос
повысился, в принципе, существенно. Сейчас у нас нет проблем с реализацией, особенно на продажу крупные компании, там, дистрибьюторы наши у нас есть определенные. И плюс большие компании у нас покупают сейчас Москва, Санкт-Петербург, Самара, Пенза. С каждым годом радуют и показатели спортивной составляющей. Ингушские спортсмены заявили о себе на мировых аренах. За эти годы у нас уже 5 ингушских олимпийских спортсменов, участвуя на международных и всероссийских соревнованиях, пополняют копилку наград сотнями золотых, серебряных и бронзовых медалей. Значительную роль в развитии спорта Ингушетии сыграли новые спортивные сооружения, построенные за последние годы. Озвученные показатели и задуманные планы внушают уверенность, что поставленные президентом России цели будут достигнуты, отмечают представители Минспорта. Спорт хорошим динамиком развивается. Каждым годом у нас появляются спортивные фоки, спортивные площадки. Это для спортсменов очень важно. Если есть фок, есть где заниматься в селе, в городе, это большой стимул для наших подрастающих поколений. Есть куда вкладывать свой труд. А в общем у нас наши спортсмены в республике очень талантливые, очень духовитые, можно сказать, выезжают на международной арене. Они выкладываются на все 100%. У нас есть чемпионы мира, олимпийские чемпионы. У нас в республике 500 тысяч населения, иметь 5 олимпийских чемпионов – это очень дорого стоит. 32 года назад у нас были единицы спортивных объектов. На сегодняшний день у нас их 416 учреждений по всей республике. И все наши спортсмены тренируются, выкладываются на все 100%. Без поддержки федерального центра такого развития спорта в республике не было бы, таких объектов у нас не было бы. И наш глава поддерживает именно спорт, развитие. Такие фоки, как с бассейном, в каждом селе, в каждом городе, каждым годом у нас растут. Ингушетии за последние годы удалось достичь хороших показателей в отраслях промышленности и цифрового развития. Санкции в какой-то мере сыграли на руку. Дефицит зарубежных товаров и финансовая поддержка, оказываемая предпринимателям, открыли новые возможности для развития промышленности в Ингушетии. Также в регионе реанимируют простаивающие объекты. Мы понимали, что путь у нас один. Это возрождение предприятий, это организация новых рабочих мест, это белая зарплата, и это те 13% НДФЛ, которые по прошлому году вышли в 9 миллиардов. Это большие цифры за 4 года. Только за прошлый год Минпромсвязи перевели дополнительно 86 социально значимых услуг в электронный вид, которыми жители теперь могут воспользоваться на портале госуслуги. Цифровое развитие Ингушетии продолжает улучшать качество жизни республики. Регион уже находится на цифровой трансформации в государственном управлении, промышленности, социальной сфере, развитии профильного образования. IT-сфера тоже начала развиваться. Благодаря благотворительному фонду «Софмар» у нас в регионе появилась первая IT-академия, которая соответствует всем современным стандартам. Потребность в специалистах, айтишниках, она вообще в любой сфере. Понимаете, как сказал Герман Оскарович, и в сельском хозяйстве, и везде, понимаете. Поэтому для нас это очень важно было. С момента образования республики в сфере здравоохранения было предпринято множество инициатив и усовершенствований для обеспечения населения Ингушетии надлежащим медицинским обслуживанием. Одной из основных целей руководства республики является обеспечение доступности и качества медицинской помощи для всех граждан. Пожалуй, одним из важнейших достижений за последние годы стала модернизация и развитие медицинской инфраструктуры в республике. Была проведена обширная реконструкция и строительство новых медицинских учреждений, включая больницы, поликлиники, амбулатории и другие медицинские объекты. Это позволило значительно повысить доступность медицинской помощи и сократить ожидания на прием к специалистам. Кроме того, введение новых технологий, современного оборудования в медицинские учреждения Ингушетии дало возможность повысить качество и эффективность медицинской помощи. Современная аппаратура позволяет раннюю диагностику и лечение, а также улучшает условия проведения хирургических операций и реабилитации
реабилитационных процедур. Это особенно важно для сохранения и улучшения здоровья населения региона. Со дня образования нашей республики за эти 32 года становление отрасли здравоохранения у нас проходило в далеко не равных стартовых условиях по сравнению с другими регионами, так как наше здравоохранение тогда, на ту пору, 32 года назад, представляло собой, это были 3 центральные районные больницы, 2 номерные районные больницы, сельские врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Ни о какой специализированной медицинской помощи, специализированных медицинских организациях даже речи не было. Но при огромной поддержке федерального центра, с помощью реализации федеральных программ на территории нашей республики, за 32 года у нас введено в эксплуатацию более 40 объектов здравоохранения. Это и самостоятельные больницы, включая стационарные, это и структурные подразделения этих больниц. У нас построены больницы, поликлиники, диспансера, врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Особо мне хотелось бы выделить построенные наши и работающие как учреждения 3-го уровня. 3 учреждения – это онкологический диспансер республиканский, это наш республиканский перинатальный центр и республиканская детская больница. Обозначенные как необходимость строительства этих объектов была продиктована тем, что у нас в данных направлениях имелись в системе здравоохранения проблемы. У нас все наши онкологические пациенты, которым требовались оперативные вмешательства, требовалась химиотерапия, лучевая терапия, направлялись за пределы республики. На сегодняшний день у нас реализуется национальный проект здравоохранения в нашей системе. И благодаря реализации мероприятий данного национального проекта мы смогли построить, продолжаем строить и запланировано строительство и обновление, капитальный ремонт многих медицинских организаций. В этом году мы ввели в эксплуатацию прекрасную больницу, участковую больницу в сельском поселении Кантышево. Сегодня первичное звено здравоохранения – это ядро здравоохранения. Если у нас правильно будет работать первичное звено, мы можем быть спокойны за то, что у нас снизится общая смертность, снизится младенческая смертность. Поэтому мы сегодня занимаемся обновлением и укреплением инфраструктуры и кадрового потенциала именно первичного звена. Об этом нам сказал в народном послании и президент России Владимир Владимирович Путин, что необходимо укрепление именно первичного звена здравоохранения. И с помощью федерального центра, с помощью реализации наших всех федеральных проектов, входящих в национальный проект здравоохранения, нам это удается. У нас сегодня оснащено около 300 единиц медицинского оборудования, поставлены в наши медицинские организации в рамках национального проекта. В первичное звено здравоохранения поставлено 94 единицы оборудования, обновлен автомобильный транспорт, чтобы наши участковые врачи могли выезжать и на вызовы, могли выезжать и для проведения профилактических осмотров. Поэтому это сегодня хорошее подспорье, чтобы мы смогли бы стоять на страже здоровья населения нашей республики, охранять его и оказывать своевременно медицинскую помощь. Одним из сложных этапов в сфере здравоохранения была пандемия коронавируса. Врачи в Ингушетии, как и в других регионах России, сразу же принялись бороться с распространением COVID-19. Они стали первым звеном в борьбе с этой опасной инфекцией, столкнувшись с рядом сложностей и вызовов. Несмотря на сложности, наши врачи проявили высокий дух профессионализма и решительность в борьбе с пандемией. Их преданность и отвага заслуживают восхищения и признания. Доктора превратились в настоящих героев, продолжая свою работу на защите общественного здоровья в самых непростых условиях. 32 года – это значительный юбилей для Республики Ингушетия. За это время она достигла многочисленных успехов в образовании, предоставив молодому поколению возможность получения востребованных знаний и навыков. Республика стремится к дальнейшему развитию образования, улучшению уровня преподавания и воспитания, чтобы образование Ингушетии стало примером для других регионов. 23 апреля 1994 года постановлением правительства России был создан Ингушский государственный
университет. За последние годы у вуза открылись новые корпусы. Выпускают достойных воспитанников и Горский кадетский корпус. Благодаря множеству федеральных и региональных целевых программ возведено более 120 школ и свыше 80 дошкольных учреждений. Введен в эксплуатацию центр образования в столице на 1500 ученических мест. И это далеко не все. Система образования Республики Ингушетия прошла долгий путь становления. Наряду с другими структурами был создан орган управления системой образования Министерство образования Республики Ингушетия с 4 отделами. Сложное наследство досталось нашей республике в сфере образования. Ни одна из школ из числа имеющихся на тот период у нас не имела нормальных условий для работы. Система образования Республики Ингушетия в настоящее время представлена 149 общеобразовательными учреждениями. 99 это у нас садики, 31 у нас колледж и 149 школ. С 2019 года на территории Республики Ингушетия начали реализовываться мероприятия национального проекта «Образование и демография». С 2019 по 2023 год в рамках реализации региональных проектов национального проекта «Образование и демография», а также мероприятий государственной программы на территории Республики Ингушетия построено и реконструировано 37 объектов общеобразовательной организации. До конца 2024 года планируется сдача еще 5 общеобразовательных учреждений с проектной мощностью более 2500 ученических мест. И, конечно же, один детский сад на 200 мест. Федеральным центром и руководством Республики Ингушетия в лице Калиматова Махмуда Али Макшариповича уделяется особое внимание к реализации всех поставленных президентом страны задач, направленных на развитие системы образования. Нельзя не отметить и культурные достижения Республики Ингушетия. Еще 2 десятка лет назад жителям даже негде было провести сход граждан или праздничные мероприятия. Сейчас же в каждом поселении Ингушетии открываются культурно-досуговые объекты, дома культуры. Мы глубоко уважаем и сохраняем свои национальные традиции, язык и культуру. Однако также активно взаимодействуем и с другими народами России и всего мира, обогащая свои знания и опыт, взаимопонимания и сотрудничества. Ингушские художники, писатели и музыканты прославились своими талантами, объединяя все разнообразие культурных ценностей воедино. Конечно, в сравнении с тем периодом, в настоящее время республика сделала значительный скачок в своем развитии. Это ощущается не только по тому, что мы видим вокруг себя. Мы построили столицу в первую очередь. Мы строим и будем продолжать строить культурные объекты, которые даже в сравнении, если взять даже лет 10 назад, тех же домов культуры, как вы сказали, увеличилось вдвое количество. И главная цель состоит в том, чтобы все населенные пункты были обеспечены услугами именно в сфере культуры, и чтобы это было доступно. В настоящее время идет благополучно, успешно строительство нового здания филармонии, вернее, которого у нас, к сожалению, до сих пор не было комфортного и на том уровне, который нужен современному зрителю, посетителю. Мы надеемся, что к 2026 году этот проект будет полностью реализован, и мы получим новое здание государственного концертного учреждения, головного учреждения, которое обязательно должно быть в первую очередь в любом регионе. Рассказывая о достижениях республики за 32 года, нельзя не отметить и трагические события, которые происходили в регионе. В 2004 году Ингушетия столкнулась с нападениями на сотрудников правоохранительных органов. В ночь с 21 на 22 июня погибло 98 человек. Из них 31 сотрудник МВД, 10 сотрудников ФСБ, 5 работников прокуратуры, 3 военных, 7 пограничников, 40 мирных жителей и более 100 раненых. Также 17 августа 2009 года террорист-смертник на начиненном взрывчаткой микроавтобусе протаранил ворота Назрановского РОВД, где в это время проходило построение милиционеров, и привел в действие взрывчатку. Мощность взрыва составила от 200 до 400 килограммов в тротиловом эквиваленте. В этом теракте погибло 25 человек и было ранено более 136, в том числе и мирные жители. Жертв могло быть гораздо больше, если бы
бы не оперативные действия сотрудников полиции, которые ценой своей жизни и здоровья помешали машине со смертником пройти вглубь территории. Всего при выполнении служебных обязанностей с 1992 года погибли 429 сотрудников правоохранительных органов. На сегодняшний день в Ингушетии проживают более 70 национальностей, включая ингушей, русских, чеченцев, дагестанцев, грузин, осетин, казахов, украинцев, татар, черкесов, армян и многих других. Чем сапарит Ингушетс минда меулоцо 22 წლის იუბილე. Ის სერდეშნორավորում եմ Ինգուշետիայի տոնը։ Ցանկանում եմ առողջություն, հաջողություն։ Təbrik edirəm İnguşetiya bayramını, mənim doğma vətənimdir ora. Граждане всех национальностей равноправны во всех сферах жизнедеятельности. В обществе Ингушетии ценится благородство, гостеприимство, достоинство и ответственность. Эти черты характерны для многонационального народа Ингушетии. Я чувствую себя как у себя родина, потому что у нас почти все традиции, обычаи почти одинаковые. Просто разница в языках, остальное все почти как у нас. Поэтому мне комфортно здесь жить. Никаких проблем нет. С ингушами дружно живем. Много у меня друзей, знакомых. И с многими как семейные отношения у нас. Мы приходим к ним. Они приглашают нас на свадьбах, участвуют на всех мероприятиях, приглашают моих друзей. И так мне очень комфортно здесь. Очень люблю эту республику, люблю народ ваш. До того такой гостеприимный, такой хороший народ. Соседи очень хорошие, мы дружны, дружим все. Родственники у нас, конечно, совместно. У мужа, тети замужем за ингушами, здесь очень мы сплоченно все время вместе. И я очень рада. Это для меня моя родная республика, это родной дом мой. В регионе часто проводятся общественные мероприятия и национальные праздники, в которых участвуют представители различных народов. Это способствует лучшему взаимопониманию и согласию между народами. Созданию доброго отношения ко всем народам является важным приоритетом в политике руководства республики. Очень легко и доступно жить в республике, где есть понимание, уважение, толерантное отношение к народам, проживающим в регионе. Вот эта любовь нашего народа к другим этносам, ингушский народ, он всегда был гостеприимен. И вот это, наверное, генетическая вот эта составляющая, она помогала, наверное, все-таки самые сложные дни, самые сложные периоды, у нас по-всякому же бывало, да, мы сумели создать, войти в доверие людей, которые как-то спокойно, уверенно вошли в русло Ассамблеи народов Ингушетии первоначально, создавая свои на общественных началах этносы. Их сегодня 16, и благо, что та работа, которая проводилась в республике, благодаря тому, что была большая поддержка со стороны руководства республики, министерств и ведомств республики, и в частности Министерства национальной политики, которое практически организовывало, оказывало содействие в реализации их проектов, оно нам помогло сегодня достойно войти в общероссийскую общественно-государственную организацию Ассамблея народов России. За годы создания ингушской государственности произошли качественные изменения не только в показателях экономического, социального, культурного и иного роста, но и в формировании сознания людей. Эти люди, несомненно, ощущают себя частью России и стремятся к учебе и работе во благо своей страны. Будущего каждого из нас, а также будущее Ингушетии неразрывно связано с великой Россией, ее историей, сегодняшним и завтрашним днем. 32-летие Республики Ингушетия – это повод для радости и гордости за все, что было достигнуто, и мотивации для еще более решительных и эффективных действий в будущем. Верим в силу и потенциал нашего народа, его способность преодолевать любые трудности и строить светлое будущее.